организаторами мероприятия ЮНИСЕФ, УВКПЧ, неодиночного заключения детям, а также других форм жестокого, бесчеловечного и уничтожения. Количество детей находится в закрытых учреждениях. В целом по Центральной Азии у нас 30 тысяч детей, которые находятся во всех видах закрытых учреждений. В колонии примерно около 50, наверное, после амнистии детей находится, либо 40. В различных специализированных школах это около 30, 40, 60. Общее количество детей, наверное, это будет примерно около 200-300 детей. В ходе исследования 80% детей также отметили, что были подвержены к насилию жестокого характера и испытали грубые словесные обращения с детьми. Словесное обращение, также грубые словесные обращения, также является одним из видов насилия в отношении детей. Нередко люди, обращаясь с детьми очень грубо, словесно, подвергая их психологическому насилию, не понимают, что этот вид обращения является психологическим насилием. И 54% детей отметили, что были жертвами физического насилия тяжелой формы. Хотелось бы отметить также внимание на тот факт, что мы обращались к детям и спрашивали у них, что бы вы хотели улучшить в данном учреждении, где вы находитесь. Большинство процентов детей отметили, что условия содержания. Насколько вы понимаете, многие учреждения являются старыми зданиями, которые нам остались с советских времен и требуют тщательного ремонта и восстановления для того, чтобы дети пребывали там, не просто отбывали наказание, а реабилитировались. Основной целью отправки детей в закрытые учреждения должна быть реабилитация, а не наказание. Наказание они и так-то получили из-за того, что были лишены свободы. И дети отметили, что хотели бы иметь доступ к спортивному инвентарю, иметь доступ заниматься спортом, культурными мероприятиями, а также улучшить питание. Как мы видим, у нас на сегодняшний день условия содержания, а также питания не соответствуют нынешним требованиям, нормам международных стандартов.